На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Поворотный момент. 33 года назад, 3 сентября 1992 года, в Москве было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии. 120 лет истории и новые специальности. Сухумский государственный колледж встречает новый учебный год. 13-летний Инал Хурхумал из Абхазии стал победителем первенства России по боксу. Начнем с международной тематики. Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в мировой антифашистской войне начался на площади в Тяньаньмэнь в Пекине. Передает корреспондент РИА Новости. В частности, в параде в Пекине приняли участие лучшие представители военной авиации. Новые образцы китайских танков тип 100 и 6 новых видов китайских противовоздушных ракет. Также Китай на параде показал стратегическую ядерную межконтинентальную ракету, которая радиусом поражения охватывает всю планету. Официальная хроника. Вице-президент Беслан Бигвава провел первое заседание рабочей группы по совершенствованию проекта закона Республики о едином социальном налоге, созданной указом президента Бадры Гунба 18 августа. На заседании были высказаны ряд предложений и замечаний к проекту закона. Согласно распоряжению главы государства, рабочей группе необходимо в срок до 3 ноября текущего года представить предложение по совершенствованию законопроекта о едином социальном налоге. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба подписал распоряжение о выполнении поручений президента от 27 августа 2025 года. В распоряжении определены уполномоченные центральные органы государственного управления, ответственные за реализацию поручений, установлены контрольные сроки. Курирующие вице-премьеры в установленном порядке будут координировать работу министерств и ведомств. Аппарату правительства республики поручено ежемесячно информировать администрацию президента о ходе выполнения поручений. Память пропавших без вести почтили в Сухуме. Как сообщает «Спутник Абхазия», церемония возложения цветов прошла у мемориала в Парке Славы. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, руководство столицы, родственники исчезнувших, военнослужащие и общественные деятели. Международный день пропавших без вести отмечается 30 августа. Во время Отечественной войны народа Абхазии без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них были найдены и переданы семьям для захоронения. 3 сентября – знаменательная дата в новейшей истории Абхазии. 33 года назад, 3 сентября 1992 в Москве было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии. Тогда для нашей воюющей республики это событие стало поворотным моментом, с учетом того, что была очень сложная обстановка. Историки отмечают, что это был рубеж, когда началась переоценка происходящего, в том числе и в кругах российской политической элиты. Огромную роль сыграло выступление Владислава Арценпа после подписания соглашения, когда он прямо заявил, что Грузия совершает геноцид абхазского народа и выразил надежду, что руководство России остановит это насилие. Должен сказать, что прежде всего тоже подписал этот документ. Подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа, изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, произведены огромные разрушения в территории республики. Это колоссальный ущерб, и мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью истреблен в силу того и соотношения сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя даю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть под всем этим документом, что, в принципе, может привести к серьезным последствиям. Но я здесь надеюсь, очень надеюсь и на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руководителей республик, которые твердо заявили, что в этой очень сложной ситуации
и материальной, и любой, они окажут всяческую поддержку и не допустят ни истребления абхазского народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии. Министр иностранных дел Олег Барцец направил министру иностранных дел Никарагуа Вальдраку Дженске ноту по случаю 17-й годовщины признания Республикой Никарагуа независимости и государственного суверенитета Абхазии. 3 сентября 2008 года – знаменательная дата, навсегда вошедшая в новейшую историю нашей страны. В этот день наше стремление к построению свободного государства поддержал героический народ Никарагуа, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии, команданта Хосе Даниэля Артеги Сааведра, отмечается в ноте. В Абхазии на продажу выставили дачу Сталина. Об этом написало 2 сентября интернет-издание Sochi1.ru. Как отмечается в публикации, дачу Сталина в Мюссере Гудаутского района Абхазии выставили на продажу на Авито. За резиденцию вождя просят 777 миллионов 770 тысяч рублей. Продавец указывает, что на даче имеются 2 санузла, бассейн, дом очень просторный, вся обстановка остается покупателю, пишет издание. Комментируя информацию, распространяемую в социальных сетях о продаже дачи Сталина, начальник управления государственными дачами Беслан Квициния рассказал в интервью Абснепресс, что объект не подлежит продаже. В прошлом году в такое же время говорили о продаже сталинской дачи на озере Рица. В позапрошлом году о Новоафонской даче. А сейчас, видимо, кто-то переключился на сталинскую дачу в Мюссере. Завтра еще на что-то переключится. Это неправда. Она не может быть продана. Это незаконно, запрещено, подчеркнул Квициния. Руководитель управления также отметил, что данная дача функционирует, но не в полной мере из-за проводимых на ней ремонтно-восстановительных работ. Дача Сталина входит в единый комплекс государственной дачи Мюссера, который также включает и другие объекты. Югорчане смогут улететь прямым рейсом в Сухум и в октябре, сообщает Югра ТВ. Авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на осенний месяц из Ханты-Мансийска в столицу Абхазии. Как и в летний период, полеты будут выполняться на комфортабельных 50-местных самолетах «Бомбардир» дважды в неделю по понедельникам и субботам. Время в пути до Сухума составляет 6 часов 35 минут, включая техническую 40-минутную посадку в Саратове. Стоимость билетов в одну сторону с багажом до 10 килограммов от 15 316 рублей с учетом всех сборов авиакомпании. Возможно, агентские сервисные сборы. Прямой рейс из Ханты-Мансийска в Сухум запустили с июня. Направление открыли по многочисленным обращениям жителей Югры. Открытая встреча «Новые медиа Абхазии. Ключ к успеху» прошла 3 сентября на станции ГУМА в столице. Приветствовал участников встречи пресс-секретарь президента Абхазии Алхаз Чулоко. Заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы», основатель мастерской новых медиа Юлия Облец рассказала о том, как будет проходить обучение в новых медиа Абхазии. Актер Тимур Таня, в свою очередь, подчеркнул, что проект «Новые медиа Абхазии» обладает большим потенциалом развития. В чем заключается магия обучения тех программ, которые мы создаем, и как они работают, и что они в первую очередь дают? Вы знаете, мне кажется, я даже так уверена, что наши с вами народы, и русские, и абхазские люди очень ценят возможности очного общения. Да, мы все живем в новых медиа, да, мы прекрасно умеем делать сторис, пилить видео, делать посты, все что угодно, но мы все точно очень ценим возможность глаза в глаза поговорить о сокровенном, о важном, о том, что о чем часто не будешь переписываться, но что точно хочется обсудить. Уважаемый, я хотел бы сказать, что для меня большая честь сегодня перед вами выступать, и то, что вы сегодня здесь собрались, то, что вам не безразлично,
медиа-пространство Абхазии и вообще то, о чем вещается, как вещается об Абхазии, то есть то, что вы сюда пришли, является фактом того, что вам это все не безразлично. Новые медиа Абхазии я так изучил поверхностно, и мне этого стало достаточно, потому что это проект, который даст всем вам огромную возможность развиваться именно в этом направлении. Потому что, как вы все знаете, сегодня информация несется с невероятной скоростью развивается это все. Если раньше можно было только в тексте прочесть, то сегодня можно это все увидеть, уже генерируется, абсолютно все можно увидеть меня, исполняющим песню Шуфутинского. Поэтому у этого всего очень большой потенциал, у этого всего очень большая перспектива. Поэтому На пути к своему турклубу студенты АГУ прошли подготовку на слете «Горская дружба». Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, студенты факультета географии и туризма Абхазского госуниверситета Имран Квацба и Давид Давтян приняли участие в студенческом туристическом слете «Горская дружба». Мероприятие проходило с 23 по 26 августа в национальном парке Алания в Республике Северная Осетия-Алания. Слет был организован Северо-Кавказским федеральным университетом и Ассоциацией развития молодежного активного туризма при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Программа мероприятия была посвящена работе турклубов, обмену опытом и формированию дорожной карты для организации туристических слетов. Полученный опыт поможет в реализации главной цели. На факультете географии и туризма АГУ планируется открытие собственного туристического клуба. Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба в этом году отмечает юбилей – 95 лет со дня основания. Оно было создано в сентябре 1930-го по указу Нестора Лакоба и стало первым профессиональным музыкальным учебным заведением Абхазии. За десятилетия здесь выросло не одно поколение музыкантов и дирижеров, многие из которых прославили абхазскую школу далеко за ее пределами. Наши корреспонденты побывали в училище, встретились с педагогами и студентами, заглянули на занятия и репетиции. Конечно, были серьезные проблемы послевоенные. Тот подъем культурный, который был до войны, и та атмосфера культурная, которая была до войны, к сожалению, после войны пошла на спад. И нам пришлось возрождать все заново. Мы возрождали как и оркестр, как многие другие государственные коллективы, в том числе и наше училище. На сегодняшний день мы уже имеем полностью укомплектованные все отделения музыкальные. Все, что необходимо музыкальному училищу, это инструментальный жанр, народные инструменты, духовые инструменты, теория музыки и многие другие отделения у нас открыты, мы ведем по ним прием. Дело в том, что мы изначально задали очень высокий уровень этому учреждению, то есть ему 95 лет, и вот когда его только создавали, возглавили его профессионалы очень высокого уровня, и они сразу задали очень высокую планку, академическую. И на всех этапах, самых сложных, мы эту планку старались не занижать. Конечно же, сейчас дети другие. Но они были другие в 30-е годы, когда учились. Тогда вообще приходили дети, не имевшие ни малейшего образования, иногда даже общего. То есть на разных этапах разные задачи. Вот сейчас задача на самом деле в том, чтобы дети, которые к нам пришли, и осознанные, и подготовленные, и неосознанные, и неподготовленные, все-таки тут остались. И по факту мы получили музыкантов хорошего уровня. Неважно, поет он на эстраде или играет классическую, академическую музыку, неважно. Наша задача выпустить образованных людей. Это сложная задача, но мы стараемся, еще раз говорю, планку не занижать. Репортажи о жизни и истории главной кузницы музыкальных кадров страны смотрите в нашем эфире в ближайшие дни. 120 лет истории и новые специальности. Сухумский государственный колледж встречает новый учебный год с радиотехническим отделением, курсами по работе с беспилотниками и надеждой на решение давних проблем с общежитием. Чем живет сегодня старейший колледж Абхазии и какие перспективы открывает для своих студентов, в репортаже Заура Кварчи.
Сухумский государственный колледж – старейшее учебное заведение среднего профессионального образования в Абхазии. Его история насчитывает 120 лет. Когда-то это было реальное училище, позже индустриальный техникум, а с 1999 года колледж. Сегодня здесь учатся около 300 студентов. Новый учебный год начался с хороших показателей. Уже поступило 90 человек, и прием продолжается до конца сентября. Учебный год начался очень, скажем, позитивно. Поступающих у нас всегда колеблется до 100 человек. В этом году пока поступивших 90, но иногда бывает дополнительно приходят вот до конца сентября еще будут ребята поступающие. У нас такое мнение складывается у коллектива, и у меня тоже, что до 100 человек, я думаю, в этом году будет. Последние 2-3 года до 100 мы не дотягивали. У нас было до 90 с чем-то. Подготовка специалистов ведется по 7 направлениям. От ремонта автомобилей, строительства и электротехники до банковского дела и гостиничного сервиса. В этом году вновь открыто радиотехническое отделение. Для желающих действуют и краткосрочные курсы. Можно освоить профессию электрика, сварщика или сантехника всего за несколько месяцев. В основном больше поступают на ремонт автомобилей и на гостиничный сервис. Но и на другие специальности. У нас так не бывает, чтобы вообще не было студентов. У нас на все специальности идут. Но наши студенты уже многие хотят по цифровым технологиям, программирование хотят, роботехнику и другие специальности, которые сейчас больше имеют, требуется. И мы, конечно, хотели бы эти специальности открыть. В последние годы колледж постепенно обновлялся. При поддержке международных организаций были отремонтированы классы, лаборатории и мастерские. Появился собственный автосервис и компьютерный класс. А теперь студенты смогут осваивать и новейшие технологии. В колледже открывается направление по работе с беспилотниками. В Пятигорске, в центре Машук, наш преподаватель получил такой грант, проект выиграл по беспилотникам на 1 миллион. И беспилотники нам привезли они сами. Он в лаборатории их держит. Сейчас с нового учебного года он начнет заниматься с ребятами, желающими, как обращаться с беспилотниками, как с ними работать. И вот у нас такое новшество тоже имеется. Но остаются и проблемы. У колледжа нет общежития для иногородних студентов, а многие аудитории нуждаются в ремонте. Светлана Габля надеется, что государство поможет решить эти вопросы. Есть кто помогает в оснащении оборудования, но у нас проблемы немного с помещениями. Их надо ремонтировать, делать. Это стоит, конечно, больших вложений, поэтому у нас надежда, что нам в этом поможет правительство, обратит на наш колледж внимание. Мы на это надеемся. У нас еще, к сожалению, нет общежития. У нас есть само здание, помещение, не здание, а в нашем 5-этажном здании на 5-м этаже есть на 200 койко-мест. Общежитие, но ее надо ремонтировать. Там все с нуля надо начать. Там только стены и потолок, и пол, а все остальное надо делать. Много людей, да? Да, иногородних много, ребята... Им сложно. Они снимают квартиры, некоторые стараются ездить, но это очень трудно. Если они из Кварчели или из Гагры, из Гудауда, это очень сложно. Поэтому, конечно, очень требуется общежитие. И у нас мечта, что у нас не обязательно 200 койко-мест, мы столько и не хотим, но хотя бы на первое время на 20-30 койко-мест. Если было бы, это было бы очень хорошо. Несмотря на сложности, выпускники колледжа находят себя на рынке труда. Многие остаются там, где проходят практику – в автотранспортных предприятиях, гостиницах и банках.
там, где проходят наши ребята практику, когда они себя проявляют, ребята их там оставляют. Это те же гостиницы, это те же другие, вот, скажем, банки, или же вот у нас есть АТП, наши ребята по ремонту автомобилей, они проходят практику в нашем АТП, директором которого является Шулумба, он еще является нашим председателем госэкзаменов. Вот он их иногда устраивает, когда у него есть такая возможность. Но практику они хорошую там проходят. В колледже подчеркивают, здесь важно не только дать профессию, но и воспитать у студента чувство ответственности за будущее своей страны. Когда свои специалисты, это решает несколько вопросов. Во-первых, это то, что гражданин нашей страны будет иметь свою специальность, свою работу, зарабатывать и обеспечивать свою семью. Это один вопрос. Мы еще, помимо того, что даем им специальность, мы их еще стараемся воспитывать в патриотическом таком духе, что это наша страна, что это наш дом, что мы должны ее поднимать. И они это понимают, осознают. Я считаю, что колледжу нужно помогать. Но потом, в свое время, колледж будет своими выпускниками помогать государству. Прием заявлений продлится до 20 сентября. Колледж ждет новых студентов, тех, кто готов строить свое будущее и будущее республики. Заур Кварча, Инала Гухава, Абаза ТВ. Юный боксер из Абхазии, 13-летний Инал Хурхумал, стал победителем первенства России по боксу в своей возрастной категории. Он неоднократно побеждал в различных соревнованиях в Абхазии и за ее пределами. Наши корреспонденты решили выяснить, где и как тренируется Инал и в чем секрет успешного боксера. Так выглядит бой с тенью. Потом ребята бьют по мешкам и грушам, боксируют друг с другом, делают растяжку, качают мышцы, разбирают различную технику ударов и стратегию боя с теми или иными соперниками. Потому что, соревнуясь, нужно учитывать множество нюансов. Например, скорость и рост противника. На первенстве России у меня было 4 боя. Первый бой я провел с московским соперником Манукян Патвакян. Соперник был высоким, приходилось качать корпусом, подходить близ и работать. Следующий был из Московской области, звали Кирилл, тоже выиграл только явным преимуществом в 3-м раунде в корпус. В 3-м бою было труднее всего, пришлось также качать корпусом, подходить вблизь и отрабатывать вблизи. В основном соперники были выше меня на голову, приходилось качать корпусом, потому что руки длинные, надо качать корпусом, чтобы не попали руками. Это Инал рассказывает о том, как за 4 боя стал чемпионом первенства России. А до этого за его плечами победы в Абхазии, Сочи, Краснодарском крае и Южном федеральном округе. В нашем зале появился новый победитель первенства России. Среди юношей 13-14 лет Инал Хурхумал, перспективный мальчик. Он уже помимо первенства России побывал на первенстве Европы. Как-то вот неожиданно все турниры, все сборы на нас свалились. Мы, в принципе, рассчитывали, ждали этого года. Ну, для того, чтобы попасть на первенство России, мы проделали не совсем легкий путь. Он стал первым номером в Абхазии. Попали на отбор в Сочи, чтобы за сборную Сочи попасть на первенство края. После первенства края выиграл Южный федеральный округ и поехал на первенство России. На первенстве России провел 4 боя, все выиграл единогласно, один даже досрочно выиграл. Инал занимается в зале каждый день, хотя можно было бы и 3 раза в неделю. Но у парня большие планы в большом спорте. Каждый раз, когда иду на тренировку, у меня появляется стимул добиться высот больших, достижений, олимпийский чемпион, чемпион мира и выступать под абхазским флагом. Среди товарищей Инала по клубу много ребят, успешно выступающих на различных соревнованиях. Например, Сардор Химатов уже успел показать себя на турнирах в Узбекистане, откуда сам родом. А начинал заниматься боксом он здесь, в Реал Боксинг. Я тут с другом учился в школе. Он там делал бой с тенью красиво, и вот мне понравилось, и тоже хотел так уметь. И благодаря нему пришел в этот зал и начал заниматься. Я поехал в Узбекистан, там дальше выступал, область. Ну, они говорят, тут на ногах, благодаря этому тренеру хорошо работаю, на ногах хорошо двигаюсь. У нас тренер добрый, всегда объясняет, все понятно.
В боксе, прежде чем одолеть соперника, нужно победить себя, свою злость и другие эмоции, которые возникают в ответ на агрессию противника, тем более в таком сложном возрасте. Когда меня попадали, я злюсь и не контролирую себя. Я пытался технически боксировать. Меня тренер успокаивает, говорит, у тебя все получается. И вот так он меня успокаивает. В этом боксерском зале начинал свою спортивную карьеру известный уже далеко за пределами республики Игорь Адлейба. По словам тренера, секрет будущего чемпиона простой – немного таланта и очень много труда. Как говорят, трудолюбие бьет талант. Но хочу заметить по моему опыту, что и талант – это немаловажно. Наверное, все-таки они на одном уровне. Талант, трудолюбие, также заинтересованность родителей – это очень важно для нас. По признанию Беслана Адлейба, без помощи родителей, государства, поддержки коллег и частных лиц ничего бы этого не было. В нынешнее время мы привыкли считать, что зал должен быть супер укомплектованный, супер нафаршированный, как говорится, какие-то дорогие мешки должны висеть. Но вы же помните, наверное, раньше чемпионы мира выходили с подвала вообще и не жаловались на свои условия. Конечно, хотелось бы всегда, чтобы было лучше. Всегда человек стремится к тому, чтобы у него какие-то условия были лучше. Ну, в принципе, для того, чтобы стать чемпионом, в этом зале есть все. Не без помощи, конечно, начиная с городского комитета, республиканского. Также нам очень помог президент Федерации бокса Давид Аршба, тренеры, старший тренер, главный тренер Эдик Депелян, Аслан Ахба. Да и вообще даже ребята наши обычные, другие тренеры, которые нас постоянно то спаррингуют с нами, то мы совместные тренировки проводим. Мы как-то все привыкли поддерживать друг друга, дружный, хороший коллектив. Вот и что-то добились. Как любой вид спорта, бокс требует вложений – материальных, физических, моральных. Не все вложения окупаются напрямую, потому что не все спортсмены становятся чемпионами. Но совершенно точно эти подростки заняты делом полезным для их индивидуального развития, а значит и для социума в целом. Марьяна Котова, Сосвик Пагухава, Абаза ТВ. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в четверг, 4 сентября, с 0 до 20:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Массив, Гумистановый район, улица Эшба, Старый поселок, улица Адыгейская, вокзал. В центральной части города будет низкое давление воды. Сейчас о погоде. В четверг, 4 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 27 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.